Здравствуйте, друзья! Вот очередные 4 привета из дома для поднятия настроения. Недавно я получила вот такой неожиданный привет из Крыма от щенка Мишки, который уезжал щенком обыкновенным, спасенный из ППЖ, которому повезло не заболеть и выжить, и даже сразу, не засидевшись на передержках, вскоре уехать в семью, в Феодосию. А неожиданный, потому что привет этот из далекого 2017 года. Это был первый год моих спасений. Он сразу уехал в хорошую, надежную семью и был окружен любовью и заботой. Хотя характер его не назовешь ангельским, мягким и пушистым. Он не любит других собак, но никаких, зато обожает свою семью и своих кошек. Мишаня, бери мячик. Нет, уже не надо? Мишуль. Ну все, нахлебался воды. Что, лапки подкашиваются, все? Лиса, спасибо вам за любовь и терпение. Спасибо за привет из далекого прошлого. Рада, что Мишка жив, здоров, чертовски красив, как настоящий породный волк. Узник ППЖ 2021 года, клоун. Прозвали его так за его гримасы. Сидел на цепи у будки, и когда подходил человек, прыгал, радовался и гримасничал, привлекая к себе внимание. Забрали мы его. И 2 года он прожил на передержке в Москве до того, как уехал в семью. Так, вот такие мы чистенькие. Пришли из грум-салона. Вот какие мы красавцы. Повернитесь нам попочкой, пожалуйста. Хвостиком. Вот какие мы красопеты просто. Да, клоундюшка? Клоун. Спасибо людям, кто помогал ему на корм. Когда есть помощь, легче спасать, легче сводить концы с концами. Сейчас он живет в семье, в доме с участком и радуется жизни. Он замечательный, никогда ни с кем не выяснял отношений, ко всем всегда дружелюбен. Будь счастлив, наш дорогой клоун. Теперь он клуни. Долгих лет тебе. Clown. He's the girl. He's the girl. Huh? Huh? Clown. Clown.
Малыш Бади заметили его в вольере в ППЖ с очень грустными глазами. Еще осенью. Потерянный был. Похож на домашнего. Видимо, хозяин сдал. Щемит в груди от мысли, что они испытывают, когда их предают, когда в сырой клетке, в полумраке оставляют их на бетонном полу. И полная неизвестность, зачем он здесь. Ведь был хозяин, был дом, хотя навряд ли любил. Забрали мы его тогда, осенью. И по приезду в Москву, как же он радовался, как будто мы с Романом были ему родными, обнимала руки, не желая отпускать. Потом передержка, вольерная, других не было. Но и в вольере ему было некомфортно. Домашний он, к человеку хотел. И, наконец, это удалось. Нашлась семья, и все счастливы. А я-то как рада. И благодарю всех, кто принимал участие в его спасении, кто помогал оплачивать передержку. Спасибо, друзья. И пусть наш Бади проживет долгую, счастливую жизнь, полную любви и заботы о нем. И невозможно не показать свежие приветы от Бади. Как он счастлив, какой холеный и любимый стал наш спасеныш. Судьба Бориски также непроста. Мальчишка из Якутска. Видимо, был выброшен хозяином на улицу летом 21 года. Скитался по магазинам, заглядывая на прилавки. Но добрая женщина Галина заметила его. Отличался он от всех. То ли порода в нем проскальзывала, сообразительный, смышленый, и занялась его судьбой. И даже смогла пристроить в семью. Девушка его местная взяла, обещала заботиться. Даже договорились, что в случае, если надоест, обязательно позвонит Галине, и та его заберет. Но через месяц или два снова увидели мельком эту собаку на остановке в зубах с красным мячиком. Игрушку себе нашел и смирно сидел на остановке. Разнеслась по чатам эта фотография о поиске этой собаки. Кинулись его искать. Телефон хозяйки не отвечал. В таких случаях собаку выкидывают, а телефон куратора, что пристраивала, блокируют. Странно, да? Вместо того, чтобы по-хорошему вернуть. Ведь договорились же. А 30 декабря 2021 года начался массовый отстрел собак. Надежда найти живым таяла. И буквально случайно, просматривая десятки видео собак за решетками ППЖ, наша подписчица, наша Анечка из Германии мельком увидела на видео похожую собаку в вольере. Всего в инее, но она узнала его. Да, это был Бориска. Какая случайность, какое совпадение, что такое может быть, что его увидели из Германии и опознали. А ведь до этого Галина приходила в ППЖ искать Бориску, но ей сказали, что такого у них нет. Бориску так упорно искала и ждала его новая мама, его новая хозяйка из далекой Германии. Именно Наташа больше всех переживала за его судьбу и просила искать всех и найти, обязательно найти. Она оплатит его дорогу, она очень его ждет. Потом, как обычно, поиск пассажира до Москвы, неделя на передержке в Москве, до самолета в Германию. И та же самая Анечка, которая нашла его пару месяцев назад в ППЖ по видео, она же и стала его перевозчиком на самолете в Германию до его новой семьи, к Наташе. Если показать в подробностях всю историю спасения Бориски, то получится часовой фильм. Много людей принимают участие в процессе спасения каждой собаки. Как же приятно получать приветы и осознавать, что проделываем мы такую грандиозную работу по спасению не зря. Каждая жизнь – это долгая работа многих людей, чтобы получился вот такой итог.
Да, конечно, мы и сами бы хотели, чтобы счастливчиков было больше, но не все зависит от нас. Времена тяжелые. Если вы хотите кого-то приютить, подарить хорошую, сытую жизнь, напишите мне на WhatsApp. Когда вы нам помогаете, таких спасеншей становится больше. Если вы забываете про них, то спасения останавливаются. Мы только вместе с вами можем дарить им жизнь, делать их счастливыми. Смотри. На, кушай, кушай, кушай. Кушай, маленький, кушай. Все? На, смотри, какая веточка. Смотри, какая веточка с черешней. Смотри. Кушай, маленький, кушай. На этом канале мы показываем итоги нашего труда и вашей помощи. Это самое важное – найти спасенную семью. Спасибо всем, кто с нами, кто верит в нас и кто помогает, порой отдавая последнее. Будьте с нами, друзья, помогайте хвостиком.